Ашымас хатырск вахти лихопшса усура яцна цует апсоти лихопшраха пресс-центр. Хош 2 минут корзиш яшо эфира чхаку по апсоти лихопшраха сайтача. Псила шабейт хатырскус коллегача, и хатбеха пресс-конференция артвази граб хазайн аргылын, иш сардыр стахуб студия асасча, ашхару арыжвар конфедерация, а экс-президент Муса Шанибовый, царауя физик Расим Камлей. Уважаемые коллеги, рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Хочу представить вам наших гостей. Это экс-президент Конфедерации горских народов Кавказа Муса Мухамедович Шанибов, а также абхазский ученый-физик Расим Камлей. Тема нашей сегодняшней пресс-конференции – представление трудов абхазского ученого к Нобелевской премии. На сегодняшний день в поддержку этой инициативы выступает научное сообщество не только Кавказа, но и Российской Федерации. И, в принципе, нужно отметить, что это стало возможным благодаря активной работе Мусы Мухамедовича. Скажите, пожалуйста, как возникла идея вот такой вот пропаганды, как вы познакомились с Расимом Аркадьевичем, как зародилась идея и какая работа на сегодняшний день уже проведена? Спасибо, Алана. Большое спасибо. Я приветствую всех телезрителей и участников пресс-конференции и выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы солидно и профессионально подошли к нашей просьбе помочь нам в пропаганде этих выдающихся достижений в области науки. Наука – это высшее проявление сущности любого народа. Тот народ, который опережает другие народы в мышлении и в умственной деятельности, он непобедим, он идет вперед. Если он отстает в мышлении и умственной деятельности, этот народ будет плестись в хвосте, будет у него догоняющееся развитие, развития не будет. И поэтому для меня, я, собственно, далек от физики, далек от математики. Я социолог последние 50 лет. Впервые организовал на Северном Кавказе лабораторию социологии в Нальчике университете. 19 монографий мы издали, создали новую науку, новое направление в социологии под названием хомоцентрическая личностная человекоориентированная социология. Из этого получилось студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление, которое в течение 2 лет решает в общежитии, где проживает 2000 человек, никаких отклоняющихся девиантных проблем нет. Из этого потом получилось мощное национальное кабардинское движение «Конгресс». Из этого потом получилось, вопреки всякому сопротивлению, Конфедерация горских народов Кавказа, которая затем переросла в Конфедерацию народов Кавказа. И тем временем я присоединился к университету. В 1994 году я был первым заведующим кафедры, я его открывал, и всему потоку, всем учащимся, всем студентам читал политологу целый курс. И до сих пор я являюсь профессором Абхазского университета. Дело в том, что вот мы встречаемся с ними теперь, как хорошо, что мы не разошлись. А мы не разошлись, потому что я приехал на празднование 85-летия, выдающий праздник. Это триумф университета. Это трудно себе представить, насколько, какие вузы сюда приехали, какие 20 вузов. И что они говорили о нашем университете, это великое счастье для Абхазии, для подрастающего поколения и для будущего Абхазии. И вот после этого мне надо было уходить, а одна из мудрейших женщин Абхазии, Эмма Алексеевна Гамисония, моя заведующая кафедрой, где я первым был заведующим кафедрой, она меня не отпускает, что-то ищет, и потом вдруг находит Расима. Вот, говорит, Расим вас отвезет. Но Расим куда-то что-то отошел, что-то предупреждать, и женщина же утонченно, они мыслят. И она подбрасывает мне такую фразу. Это очень интересная личность. Он сделал выдающееся открытие. Мы все пытаемся ему помочь, но он еще нуждается в помощи. Больше ничего не говорит. Мы потом едем, он везет меня в новый район, где я живу, и я говорю, что у вас открытие? Вот так я узнал о самом выдающемся явлении
которое имеет место за последние, может быть, 200 лет, сотворенное в научном плане каким-либо кавказцем. Это свидетельство то, что он сделал, два открытия, которые он сделал, решение теоремы Ферма и то, что черную дыру, вы понимаете, получилось, меня почему заинтересовало. Вот сейчас почему 70 миллионов на английском языке, 50 миллионов на русском языке уже интересуются тем, что он сказал, черная дыра, которая была преподнесена всему человечеству как чудовище, который один за другим проглотит все галактики, и мы в любой момент могли ждать вот такого конца. А он говорит, нормальное явление, и он доказывает, что это все-навсего антивещество. И тогда уже я, как политолог, как социолог и как юрист, я подумал, миллиарды людей оказались, они ночью не спят, когда нас черная дыра проглотит. Но они об этом думают. И поэтому я присоединился. Вот вы получили мое небольшое обращение. Я решил, что я обращусь от имени кафедры политологии, собственно, от своего имени, как политолог, как социолог, и как известно все, что в какой-то степени на Кавказе человек, творец конфедерации. Конфедерации все были против. Я навязал конфедерацию. А потом, вы помните, белая книга, страница 89, Владислав Ардзинбас сказал, я считаю, что именно позиция конфедерации ворских народов Кавказа не допустила уничтожения абхазского народа. Вот эта конфедерация сейчас, то, что Россия делает, то, что другие сделают, то, что вот это спортсмены делают, или сейчас открылись шахматные школы, открываются в школах, это настроит наших детей к мышлению. Это выдающееся событие происходит сейчас в Абхазии. Есть и много очень сложных проблем, об этом сегодня не будем говорить. И поэтому я стал первым пропагандистом, первым его сторонником на Кавказе. Мы рассылаем сейчас всем университетам Юга России и Северного Кавказа, и, кроме того, еще 20 до Новосибирска, до Москвы рассылаем. Это письмо, которое вы получили, и я думаю, что мы не только получим ответ и оценку выдающегося открытия великого человека, гениального человека, но, товарищи, народы, молодежь, университеты, мыслящие люди, ученые узнают новую Абхазию. Абхазию, которая встает с колен, Абхазию, которая среди народов, которые были обречены, с нами малыми народами хотели покончить. Золотой миллиард они хотели оставить. А теперь видите, что произошло. Великая Россия помогла нам, поддержала. Она тоже карабкается и выходит из ямы. И мы с вами имеем вот таких людей, и поэтому это великое счастье, это великая удача. Я поздравляю его, поздравляю Абхазию, поздравляю Северный Кавказ. Муса Мухамедович, скажите, пожалуйста, какой отзыв от научного сообщества, как и Кавказа всего, так и Российской Федерации, какие отклики на ваше письмо, на ваши письма? На мое письмо, значит так, мы, когда позавчера отправили 5 вузам, еще мы подготовили, адреса нашли еще 15 вузов, другие вузы тоже мы находим, мы рассылаем, только рассылаем, ответ обязательно будет. Ответа ни одного на мое обращение нет, но сейчас он вам покажет ответы на его открытие, на сообщение о том, какое чудо он сотворил, у него это есть. Если вы позволите, я предоставлю слово моим коллегам. Коллеги, есть вопросы? Да, хотелось бы немножко подробнее узнать о ваших работах, о вашем открытии, конкретно именно, в каком направлении? Ну, как уже было сказано, первая работа моя, вот, значимая вот такая, это теорема Ферма, изданная вот отдельной брошюрой «Теория разложимости степенных вычетов». Это касающееся доказательства теоремы Ферма. Вообще, это теорема давнишняя. Леонард Эйлер, выдающийся математик,
специально для доказательства этой теоремы предложил новое направление в алгебре. Алгебраические числа. Вот. Они развивались, там тома пишут и так далее, развиваются для доказательства. Ну, в конечном счете доказали. Но оказалось, что можно намного быстрее, проще, намного доказать. Вот я как раз-таки предпринял такую попытку, изложил теорию разложимости степенных вычетов, используя которую и доказывается теорема. Вот. Как долго вы работали над всем этим? Ну, над этим Скажите, я пожалуйста. длительное время периодически возвращался к этому. Ну, иногда хочется прямо, как говорится, быка за рога доказать теорему, не получается. А потом я в другой период времени начинаю разрабатывать теорию просто разложимости. И потом, в конечном счете, когда теория разложимости была разработана, она изложена здесь, оказалось, что удалось открыть секрет этой теоремы. Секрет в разложении. Я не поленился, прежде чем прийти на пресс-конференцию сегодня, вчера посмотрел математическую энциклопедию. Даже там написано, теорема Пифагора формулируется так. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Дальше написана формула. Сперва пишется сумма квадратов катетов, а потом уже равно квадрату гипотенузы. Вот это свежая литература. Но когда доказываешь теорему Ферма, это существенно. Надо рассматривать именно разложение. Тогда легче поддается, значит, анализу все эти числа, которые могли бы удовлетворять этой теореме. Причем даже формулировку самого Ферма, можно сказать, даже извратили. Он пишет, куб не разложим на 2 куба. B квадрат на 2 куба не разложим. И вообще любая степень, кроме двойки. Это написана его формулировка. В книгах везде пишут сперва сумму, а потом уже какое-то другое число. И в этом оказался секрет. А так достаточно просто она доказывается. Вот. Эта работа была послана в математический институт имени Стеклова, доголовной институт по математике. Я сам лично передал ректору Московского университета Садовничему, передал на кафедру, читали, они все знали об этом. Уже прочитали даже до того, как я им дал. По интернету прочитали, видимо. И они говорят, да неинтересно мне, говорят, теорема Ферма, потому что она уже доказана, мол, секрет раскрыт. Мне лично сказал Виктор Антонович. А это оказалось, что ему доложили о том, что вышла вот эта книга, которая раскрыла секрет. Он говорит, 2 года тому назад. Ага. Это было в 2010 году. Вот 2017 год, 7 лет уже приглашают меня на семинар, куда я напрашивался. Дорогие товарищи, и Абхазия, родная Абхазия, все молодые, пожилые, властвующие и подчиненные. Имейте в виду, что вот эта теорема, которую он решил, 300 лет решали лучшие умы человечества, лучшие математики мира. Можете себе представить размер этого научного подвига, который он совершил? Все гениально и просто говорят. Вы видите, очень просто он объясняет. Но математический мир плохо переваривает это. Они потрясены. Вот почему мы должны гордиться, и почему мы должны это пропагандировать, почему молодежь, все математики, которые занимаются математикой в школах, в университетах, факультетах, они должны это знать, они должны учиться решать вот такие сложные проблемы. 300 лет. Эйлер, о котором он говорил, на математическом Олимпе несколько человек, пальцы одной руки хватит, он один из них. Он пришел к выводу, что теорема нерешаема. А он решил.
Понимаете, это потрясающее научное открытие. Я сам лично послал на кафедру теории чисел МГУ Нестеренко эту книгу. Ну, присылайте, говорит, мы вам укажем ошибку. Ну, хорошо, я послал. Ошибку. Год читали. Я периодически звонил на кафедру. Меня уже узнавали, сразу поднимали трубку, давали ему. Вот. Он член-корреспондент Российской Академии Наук, величина. Вот. Год читали, а потом говорят, ну, давайте, скажите мне ошибку. У нас своя методика. А какая? Молчат. Я перестал туда больше звонить. А будучи очередной раз у нас в университете, Виктор Антонович сказал, увидев меня, а там, говорит, есть механика, как выражаются математики. Значит, они согласились с тем, что именно здесь разгадка секрета теоремы Ферма. Расим Аркадьевич, если я не ошибаюсь, попытка представления ваших трудов к Нобелевской премии уже была в прошлом году. Вот Но это не попытка, они представлены уже. Документы в Нобелевский комитет доставлены в январе 2015 года. Я хотела бы, чтобы вы порассуждали на тему поддержки данной инициативы, насколько она важна для того, чтобы все-таки поставленная цель была достигнута. Знаете, Я очень извиняюсь. Цель не Нобелевская премия. Основная цель – признание. А вообще Нобелевская премия присуждается тогда, когда работа получит всеобщее признание. И по существующему положению вообще все документы, которые направляются в Нобелевский комитет, они лежат там 50 лет. И никому не оглашают, кто подал и так далее. Ну, к примеру, могу сказать, что Нильс Бор, который свои постулаты сформулировал в 1913 году, получил Нобелевскую в 1922 году. А российский лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов получил через 35 лет. Поэтому я что хочу сказать. Насколько широко будет признано, от этого и зависит признание мировое. Я вас поняла. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? А вот второй труд. Черная дыра антивещество, которое выдвинуто на Нобелевскую премию. И еще доклад, который я сделал на Конгрессе. Ну вот все говорят о том, что черная дыра проглатывает все. И в то же время дают картинку, где черная дыра излучает гамма-лучи. Верный признак того, что идет процесс аннигиляции. Значит, раз гамма-лучи излучаются, иногда даже с двух сторон излучается, это уже говорит о том, что там далеко не сверхплотное состояние. Хотя и это тоже не объясняют, что такое сверхплотное состояние, из каких частиц, атомов, в каком состоянии и так далее. Полностью непонятно. А даже вот эта картинка, это картинка, нарисованная на компьютере. Понимаете? Ну, как известно, когда в начале ошибка, то дальше при рассуждениях ошибка умножается. Вот что-то такое произошло, по-моему, вокруг черной дыры. Вот у меня есть работа американских специалистов, просто информация, самой работы-то нету. Они проводили исследования под землей, и они пришли к выводу, что глубоко в земле имеются антивещества. И они наблюдают следы гамма-лучей, свидетельствующие об аннигиляции. То есть это уничтожение материи и антиматерии. То есть это одна из гипотез, которая приводится в этой книге. Ну, одно из открытий моих, которое уже имеет регистрацию в реестре России, это свойство сосуществования микрочастиц.
свойство сосуществования противоположностей в микрочастицах, в частности в электроне. Оказалось, что в электронах материя и антиматерия сосуществуют. В атомах тоже сосуществуют. Ядро положительно заряженное, электроны отрицательно заряженные. В масштабах Земли тоже сосуществует. А если мы возьмем галактику, центром галактики является черная дыра, то здесь тоже сосуществует. Черная дыра – это противоположная материя, антивещество, а вокруг крутятся планеты из вещества. Мы понимаем значимость этой работы. Ваши труды уже представлены к Нобелевской премии. Вот скажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы они были признаны? Сейчас вот это обращение, о котором уже было сказано, как раз таки, надеюсь, будет способствовать этому, чтобы специалисты, профессионалы в этом направлении выразили свое мнение, высказались бы. И вот тогда уже будут, значит... Муса Мухамедович, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько для имиджа нашей республики, для Абхазии важны вот такого рода открытия? И что это дает, помимо открытия самого, как факта существования, что это дает нам, республике, о значимости и важности? Это самый важный вопрос для нас. Ну, если у нас тактической, вот ближайшей нашей пользы, которая может быть, и стратегической, в расчете на далекую перспективу. В расчете на далекую перспективу надо, чтобы мировое научное сообщество приняло это открытие, и он получил и стал в антологию мысли человечества, чтобы он попал. А туда доступ очень сложный. Вот он же говорит, 35 лет, Альферов шел туда. И вот теперь он гордость России. Значит, здесь вот самое ближайшее, что необходимо нам сейчас иметь в виду, что сейчас мы делаем. Мы, научное сообщество Юга России и все, кто знает Абхазию, извещаем о том, что в Абхазии есть человек, который сделал 2 выдающихся открытия, каждый из которых было бы достаточно, чтобы он получил Нобелевскую премию. Но это, видите, сложный процесс, надо, чтобы сообщество восприняло, но первоначально его должны понять мы. Это специалисты, у нас во всех университетах имеются кафедры философии, у нас на основе чего он это открытие сделал. Притом настолько он верно сделал, все специалисты могут интересоваться и что-то найдут у него. Вот я уже ссылаюсь на философию. Вы знаете, 3 основных закона, все вы философию изучали, 3 основных закона философии. И что интересно, из 3 он мог взять 2-й закон, 3-й закон, у него не было бы результата. Но насколько гениально он берет именно закон единства и борьбы противоположностей. Если бы он взял бы закон отрицания или перехода количественных изменений в качественные, он бы ошибся, его немедленно бы его бы, раскулачили бы, сказали бы ошибка. Вот они нашли бы ошибку. Он неотвратимую методологическую основу взял. Весь мир материальный, социальный, биологический, физиологический состоит, объясняется этим принципом единства и борьбы противоположностей. И поэтому сейчас от мышления зависит нация, от мышления зависит народ, от мышления зависит, как мы построим новую Абхазию, новое государство. И поэтому дело в том, что вот его открытие направляет молодежь, студенчество, ученых, молодых ученых к величественным конкуренции, к открытиям ведет. А чрезвычайно важно сейчас нам показать всему миру, что мы не только отстояли свою свободу, но мы свободой пользуемся, что свобода нам идет на пользу. Но, товарищи,
миру известно, вот Эрих Фром, один из великих философов немецкий, у него книга, посмотрите в интернете, «Бегство от свободы» называется его книга. Свободой не все могут воспользоваться, свобода может навредить. А свобода нам на пользу. Теперь я ему задавал вопрос. Если бы грузины были бы по-прежнему хозяевами, ваши открытия имели бы место? Он ответил как? Конечно, нет. Категорически нет. Следовательно, мы имеем свободу, мы имеем свое государство. Мы теперь, смотрите, нам нужно... Я очень рад, я недавно «Спутник» слушал, у вас в школах открываются уже как факультатив, правда, шахматные уроки. Шахматные. Но, товарищи, у него был физико-математический кружок. Он работал долгое время до войны, до сих пор он и открыть его не может. Вот теперь, вот прямо чисто практически следующее письмо, которое я напишу, и которое тоже горячо, как это в конфедерации было принято, я атакую руководство республики для того, чтобы эти кружки были созданы повсеместно, и у него не должно быть ни одной минуты свободного. Товарищи, его должны услышать все мыслящие дети, молодежь и старшее поколение. В стратегическом плане Абхазия возрождается, Абхазия свою гениальность скрывает. Пока хоть многие соглашаются с моими выводами, осторожничают высказаться. Почему? Могу сказать. Вот я не говорил об этом. У меня второе открытие есть, которое опровергает первый постулат Бора. Это уже, чтобы сказать, не осмелятся они, боятся. Мы понимаем, говорит, что электроны не крутятся вокруг ядра. Но не можем объяснить, почему. А я дал объяснение. Видите? То есть буквально одним предложением формула открытия говорит об этом. Он поднял голову, ничего не мог сказать, надо подумать. Я с другими тоже пообщаюсь, передам. Ну, с тех пор прошло 3-4 месяца, знаете, это такие вещи, которые должны в мозгу улежаться, уложиться, так сказать, по полочкам. Продумать надо. Тогда они, я надеюсь, что кое-кто уже соглашается. Мне уже звонили из Казани люди, специалисты, которые занимаются этим, сказали, очень хорошо. На конференции в Дагомысе недавно по холодному ядерному синтезу была конференция, были из Бельгии специалисты. Один специалист примерно с такими же идеями выступил о сосуществовании противоположностей. Но у него не дошло до того, чтобы дать структуру, например, электрона. Спасибо большое. Мы очень надеемся, что ваши работы будут оценены по достоинству. Спасибо вам за ваш труд. Муса Мухамедович, и вам большое спасибо. Дорогие коллеги, если вы позволите, на этом я завершу нашу сегодняшнюю пресс-конференцию. Хатырско телехопшства, дачазники Юшквала Сарфюит, Яхаха студия Джейсасцаны Шахтаз, Шхаруа Рульфлар Конфедерация, экс-президент Муса Шанибовы, Царауя физик Расим Камли. Телехопшства обряла их пресс-конференция Хыркшуп и того пихахопшу зиге, взера зияева хайкшараканца.